Ассаламу алейкум и сенмесес и всем мира. С вами Ренат Хабибуллин и татары сквозь время. Ногайская Орда, располагавшаяся на территории левобережья Нижней Волги, Южного Урала, Западного и Центрального Казахстана, в конце 15-го, начало 16 веков была одной из ведущих политических сил Евразии. Наивысший этап могущества Ногайской Орды пришелся на вторую четверть 16 столетия, после чего происходит постепенное ее ослабление и в конце концов распад. Многочисленное население, огромное конное ополчение, дипломатическое искусство правителей, контроль над торговыми путями, эти и другие факторы превращали Заволжскую Орду в важнейший фактор международных отношений. С мнением ее правителей, биев и наиболее влиятельных аристократов мирс считались в Москве и в Бахчисарае, перед ними заискивали татарские правители Казани, Астрахани и Сибири. Казахское ханство долгое время находилось в зависимости от нагаев. Ногайская Орда, так же как и другие государства-наследники Золотой Орды, имела во многом подобное Великому Улусу внутреннее устройство. Принципиальным для средневековой Восточной Европы отличием ее от других татарских ханств было то, что во главе государства находился правитель не из рода Чингисхана, не потомок сына Чингисхана Джучи. Соответственно, он не мог и не имел права называться ханом. И не назывался таковым никогда. Правителями Орды являлись потомки легендарного золотоордынского военачальника Эдыгея, являвшегося представителем одного из кланов золотоордынской элиты – Мангыт. В выпуске о распаде Золотой Орды мы говорили, что Эдыгей, военачальник не из рода Джучи, имел огромнейший авторитет при номинальных ханах. Именно Эдыгею принадлежат многочисленные военные заслуги, которые имели своей целью ни много ни мало вернуть былое величие Золотой Орде. Однако исторические обстоятельства привели лидера клана Мангыт Эдыгея к подножью джучитского трона. После многолетней эпопеи стычек и миграций Эдыгей наконец получил контроль над всей Половецкой степью Дашты-Кыпчаком. Между Волгой и Эмбой образовался мангытский юрт. Формально мангыты, как и прочие племена, являлись подданными джучитских ханов. Однако в конце 15-го, начале 16 веков ногайский правитель Муса избавился от опеки вышестоящих правителей, став самостоятельным государем. Мангытская знать начала открыто претендовать на управление всеми кочевниками. Во главе всех племенных союзов отныне встали мирзы из правящего клана Мангыт. Распространенным эпитетом нагаев было тюркское слово «сансыз» – бесчисленные. На Руси и в Европе сложилось устойчивое мнение об огромном количестве жителей Ногайской Орды, самой многолюдной среди прочих юртов. Их же, нагаев, число подобно морскому песку было, подобно морю был наш народ. Вторили сами себе нагаи устами поэта Шалкииза Теленчула. Исследования привели к выводу, что всего в Ногайской Орде в изучаемый период проживало от 720 до 960 тысяч человек. После ряда смут конца 16-го, начала 17 века Большая Ногайская Орда обладала 320 тысячами населения. Общество было разделено на два слоя: социальных верхов из монголов с клановым делением и черных людей карахалак, ясачников, платящих налоги, в основном из домонгольского кыпчакского половецкого населения. Первый слой правящей ногайской аристократии имел свою структуру. А во главе государства находился бей, верховный правитель Орды, князь в русских источниках. Вторую ступень социальной иерархии занимал Нурадин, наследник престола, как правило, младший брат бия. Наследование престола у нагаев шло от старшего брата к младшему, а не от отца к сыну. Они являлись крупнейшими собственниками мангытского юрта, владетели огромным количеством голов скота. Ниже по социальной лестнице стояли мирзы, которые также были владельцами большого поголовья скота. Число мирз уже исчислялось десятками. Представители второго слоя носили название улусных людей. Нагаи интересовали соседей прежде всего как торговые партнеры и политическая сила, обладали военной мощью, огромной кавалерией. Едва ли будет преувеличением утверждать об эталонности, образцовости нагаев в качестве конных воинов, типично кочевых бойцов в глазах
оседлых соседей. Английский поэт и дипломат, автор описания московского государства в 16 столетии Джайлс Флетчер слышал в московском царстве второй половины 16 века, будто они почитаются лучшими воинами из всех татар, но еще более других – дики и свирепы. Во время похода весь быт неприхотливых кочевников подчинялся военной цели. Даже ночуя в степи, нагаи втыкали в землю копья, к которым привязывали коней, а сами спали рядом, упираясь головой в эти копья. Для того, как пишет монах доминиканского ордена Жан де Люк, чтобы в случае нападения быстрее вспрыгнуть на коня. В целом, нагаи в 15-16 веках на общемировом фоне развития военного дела выглядели достойно. Их мобильная конница, состоявшая из непревзойденных лучников, копейщиков и сабельных бойцов, представляла собой грозную силу. С ней считались и пытались ее использовать все окрестные правители. Яркий пример – настойчивые уговоры нагаев московским правительством принять участие в войнах с поляками и немцами. Нагаи были кочевыми скотоводами, вся их экономика строилась на сезонных передвижениях населения и скота по Дашты-Кыпчаку, Половецкой степи. Иноземные наблюдатели видели в нагаях скитальцев, чуть ли не непрерывно мигрирующих с пастбища на пастбище. Это неудивительно, Ногайская Орда располагалась в степной зоне Нижнего Поволжья, Волго-Яицкого междуречья, западной и отчасти центрального Казахстана. В этих краях произрастали травы и травянистые кустарники, лесов же было немного. Самым тяжелым и убыточным сезоном для скотоводов была зима. Холодное время в восточном Даште, Казахстане, продолжается в среднем 6 месяцев. Стужа и бураны могли нанести сокрушительный урон поголовью скота, а следовательно и благосостоянию нагаев. Если же морозы оказывались сильнее обычных или снега выпадали больше, да еще бушевали эпидемии или междоусобицы, то нагаи терпели настоящую катастрофу. Важным подспорьем для кочевого хозяйства всегда была охота и рыболовство. В Даште и Кипчаке издавна практиковались 3 вида охоты: облавная на антилоп-сайгаков, зверование на мелких животных и соколиное. Все они фиксируются у средневековых нагаев. Загон сайгаков был любимым развлечением зимующих кочевников. Оставив женщин, детей, стариков и бедняков, мужчины, случалось, на несколько месяцев уходили выслеживать добычу. Едва на Волге становился лед, охотники шли на крымскую сторону, в Подонье, где обычно сохранились значительные поголовья сайгаков. По мере концентрации жителей Ногайской Орды в Астраханском округе все более важной становится рыбная ловля. Для разоренных в смутах улусах она зачастую оказывалась единственным способом выжить в зимние месяцы, если падеж и угон лошадей не позволял отправляться на охоту. Есть сведения, что истолченную в муку сушеную рыбу употребляли как хлеб. При господстве кочевой экономики Ногайская Орда жизненно нуждалась в получении продукции земледелия и ремесла от оседлых соседей. Будучи окруженной в основном сильными державами, она не могла рассчитывать на обогащение от постоянных набегов и тем более на завоевание их, поэтому необходимые изделия и материалы приобретала чаще всего путем обмена. Развитию русско-ногайской торговли способствовали объективные условия и их прежде всего близкое взаимное расположение стран. Самым привлекательным товаром для русских были лошади. Степные кони по русским источникам подразделялись на аргамаков, иноходцев, коней отрядных и кобыл. Все они славились силой и выносливостью. Русский рынок кавалерии формировался еще во времена Золотой Орды. Ввоз коней в Россию в 1470-80-х годах продолжала и Большая Орда, а с 1520-х годов главным импортером стали нагаи. За 2 столетия они поставили в Россию огромное количество лошадей. Масштабы конного импорта из-за Волги в 15-16 веках были столь значительны, что создается впечатление, что слово «конь» обозначалось тогда лошади только ногайской породы. Торговля нагаев на рынках Восточной Европы не ограничивалась
лошадьми. На втором месте по значению в степном экспорте стояли, очевидно, коровы и овцы. Как правило, животный базар устраивался в поволжских городах. Славились также могучие тучные быки, которые паслись на лугах левобережья. Существенным источником дохода мирз и улусников был полон, плен. Поступал он в основном из набега на русские окраины. Иногда нагаям удавалось захватить проезжих купцов, либо послов, или же обратить в рабство и продать послов тех государств, с которыми у Орды портились отношения. Однако же в большинстве своем в нагайскую неволю попадали именно русские. Это были самые беззащитные перед набегами кочевников жители приграничных селений. В источниках отмечено, что полон у нагаев только деревенский, нет ни одного горожанина. Главным предназначением полона у нагаев была его перепродажа на азиатских рынках. Другим важным направлением сбыта рабов была Средняя Азия. Именно туда везли вероломно захваченных русских послов, гонцов, толмачей, служилых людей, направлявшихся для переговоров к биям и мирзам. Порою в узбекские ханства вели вереницы невольников, взятых в набегах. Из Мавераннахра и Каракумов добраться до родины русским людям было неизмеримо труднее, чем из Крыма или Анатолии. В плане общественного уклада Ногайская Орда являлась эталоном степного общества для своих соседей. Это была очень мощная в военном отношении держава, что позволяло ей некоторое время существенно влиять на политику соседних государств. У нагаев практически полностью отсутствовал оседлый сегмент общества. У них не было ни одного города, за исключением столицы Сарайчука. И то это было наследие Золотой Орды, сами же нагаи искусством градостроительства не владели. Данные аспекты существования ногайского государства позволяли ей являться гегемоном Дашты-Кыпчака некоторое время, однако с изменением исторических условий мангытский июрт к середине XVI века потерял свои позиции и сошел на периферию международной жизни Восточной Европы. В 1557 году бей Ногайской Орды признал себя вассалом Ивана Грозного. В связи с этим Ногайская Орда разделилась на Большую Ногайскую Орду, Большие Нагаи, оставшуюся в степном Заволжье, и на не пожелавшую признать московский сюзеренитет Малую Ногайскую Орду, Малые Нагаи, Казы-Фулус или Кубанская Орда, откочевавшая под руководством Казы Мирзы на запад, в Приазовье и на Кубань. В начале 17 века ногайские кочевья по обеим берегам Яика до Волги заселили калмыки. В 1628 и 30 годах калмыки во главе с Хо-Урлюком напали на Большую Ногайскую Орду и заняли междуречье Волги и Яика. Сами же нагаи, очень сильно пострадавшие от калмыцкого набега, вынуждены были кочевать с Малой Ногайской Ордой. Друзья, на этом наш короткий экскурс по Ногайской Орде завершается, а далее нас ждут истории других татарских ханств, которые обрели свою историю после распада Золотой Орды. В следующей передаче мы поговорим об Астраханском ханстве. Ставьте мощный ногайский лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и всем ассаламу алейкум, сау булгас и до нового выпуска. Пока!